В 2021 году изменились правила приема в первый класс. Об этих изменениях мы прямо сейчас поговорим с заместителем начальника управления образования окружной администрации города Якутска Афанасьевым Мирославом Николаевичем. Мирослав Николаевич, здравствуйте. Сдвинули сроки приема в первый класс. Прием начнется весной. Почему? В связи с тем, что у нас нормативно-правовые акты изменились на уровне Российской Федерации, приказом Министерства просвещения от 2 сентября 2020 года за номером 458 изменен порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Ну, в связи с этим, соответственно, и порядок устанавливает новые сроки. Когда можно будет узнать, из-за какой школы прикреплен ребенок? Ведь только по месту жительства сейчас можно попасть в школу или нет? На сегодняшний день административный регламент по закреплению территорий за школами находится на согласовании. Есть определенные изменения, но они касаются вновь введенных объектов, например, жилого фонда. Соответственно, по определенным школам могут быть добавлены адреса новых территорий, помещений жилых, да, и будет объединение у двух школ, территорий очень близко стоящих друг от друга. Соответственно, после согласования на сайте управления образования во вкладке о приеме в первые классы уже утвержденный документ будет выставлен сразу же, и, соответственно, родители уже могут ознакомливаться с данным документом. Если школа находится не по месту жительства, отличается ли дата подачи заявления? Если родители желают подать документы не по закрепленности территории, они имеют право согласно нового порядка подавать документы уже с 6 июля текущего года по наличию свободных мест. Соответственно, с этого срока родители будут писать уже в желаемые учебные, общеобразовательные школы при условии, что они будут ездить уже не по близлежащим школам. А для того, чтобы таким детям поступить не по месту жительства, нужно какое-то тестирование проходить или что-то еще возможно? Нет, на сегодняшний день прием в первые классы это у нас считаются везде как общеобразовательные школы, определенных собеседований, тестирований для того, чтобы пойти в первый класс по городскому округу город Якутск, таких мероприятий Нет. не проводится. Даже если не по месту жительства? Даже если не по месту жительства. Прием в первые классы у нас осуществляют из 52 общеобразовательных учреждений 49 школ. Соответственно, в число 52 включаются у нас те школы, которые работают с 5 классов. Это физико-технический лицей, Якутский городской лицей и центр образования, который прием ведет детей с 9 класса. Ну, соответственно, в этих 3 школах у нас приемы в первые классы не осуществляется. Если старший ребенок, например, ходит в школу не по месту жительства, то второй ребенок может пойти тоже туда или нужно заявление все-таки писать автоматически? Да, сейчас действительно таким образом родителям с 1 апреля по 30 июня текущего года пишут заявления те, которые по закрепленности территорий, и те, которые и обладают преимущественным правом, где братья и сестры обучаются в данном образовательном учреждении. Соответственно, если братья и сестры обучаются, даже если не по закрепленной территории, родители имеют право в период, еще раз повторю, с 1 апреля по 30 июня подавать заявление в те школы, в которых обучаются братья и сестры. Возможно, есть еще какие-то изменения, которые я не указала, или мы не знаем. Если рассматривать прием в первый класс, существенных изменений по срокам нету. Есть определенное изменение по изданию приказа по образовательному учреждению. Новый порядок гласит о том, что в течение 3 дней после завершения приема заявлений, то есть после 30 июня, издается приказ по образовательному учреждению. Если брать порядок предыдущего года, да, который действовал в предыдущие года, там формулировка звучала в течение 7 дней после подачи заявления. Мгм.
А скажите, пожалуйста, а пандемия наложила какие-то изменения или с ней вообще не связаны? Я считаю, что нет. В любом случае, нормативно-правовые акты на уровне Российской Федерации в любом случае, на мой взгляд, издаются уже без учета того, что пандемия не пандемия, а когда вот в обычном режиме должно осуществляться. По городу Якутску надо отметить, что необходимо подавать заявление в первую очередь через портал образовательных услуг, которое у нас идет как формирование электронной очереди. Не секрет, что многие центральные школы города Якутска имеют достаточно большую территорию, и все мы наслышаны по поводу того, что многие родители не могут попасть в данные школы. Поэтому для того, чтобы упорядочить в целом прием в первые классы, родителям необходимо иметь в виду, что в первую очередь заявление необходимо подавать через портал образовательных услуг. Дополнительно могу сказать еще, для того, чтобы, скажем так, без заминок и так далее можно было подать, разработана инструкция наглядная, пошаговая, которая тоже размещена на сайте Управления образования во вкладке «О приеме в первые классы». Предварительно родителям необходимо с этой инструкцией ознакомиться. Есть моменты, например, которые позволяют более быстро заполнить заявление, так как в портал образовательных услуг Республики Саха-Якутия необходимо авторизироваться с учетной записью госуслуг. Соответственно, родители тоже должны побеспокоиться по поводу того, чтобы личный кабинет открыть в госуслугах и заполнить поля, которые касаются ребенка. Свидетельство о рождении, место проживания, фамилия, имя, отчество ребенка и так далее, которое автоматизировано при заполнении портала образовательных услуг Республики Саха-Якутия будут переноситься и заполняться автоматически. Спасибо вам, Мирослав Николаевич, за такое подробное разъяснение новых правил. Всего вам доброго. До свидания.